27 июня Эмомали Рахмон в поздравительном послании по случаю праздника Айди-Курбон раскритиковал случай повторного паломничества жителей страны к святыням ислама, который он назвал излишеством и показухой. Посещение Божьего дома превратили в своего рода семейное соревнование и совершают хадж по нескольку раз, как, например, умра или малый хадж, сказал он. Вместе с тем, сам Рахмон, однако, также не ограничился одним паломничеством. Пресс-служба президента в начале июня сообщила, что президент 4-жды совершал хадж и 2-жды вошел в Каабу. Напомним, что власти Таджикистана уже далеко не в первый раз критикуют возросший спрос жителей на совершение хаджа. Так, Абдугафор Юсуфов, заведующий отделом международных отношений организации хаджа Комитета религии, в своей статье в ведомственном журнале «Дин ва Джомиа. Религия и общество» написал, что некоторые люди совершают паломничество только для того, чтобы заполучить статус хаджи и чувствовать себя важнее остальных граждан. Кроме того, режим ввел ограничения и на первичное совершение хаджа. Сначала в 2010 году совершение хаджа было запрещено лицам моложе 18 лет, а затем спустя несколько лет возрастной ценз был поднят до 35 лет. И, наконец, в 2017 году хадж окончательно был запрещен лицам, не достигшим 40 лет. Примечательно, что вместо совершения хаджа Рахмон требует от населения тратить свои сбережения на благотворительность, тем самым перекладывая свои прямые обязанности на плечи жителей страны. Я обращаюсь к жителям Таджикистана, которые хотят совершить хадж к святыням ислама, особенно к тем, которые хотят совершить данный обряд во второй или третий раз. В период кризиса свои сбережения израсходовать для нуждающихся семей, устранения последствий стихийных бедствий или благоустройства страны, заявил Рахмон в июне 2009 года в ходе своей встречи с будущими паломниками из Сагдийской области. Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья.